Sport meşguliyetleri endi sizni uyandırdı degen ümittemiz. Çünkü Milli Telekanalının Sabah programması öz işini devam ete. Tabir kerek sabalarınız hayırlı olsun ve güzellikning bir sırrı sport ya da başka sırları da var. Bunu hepimiz yaxşı bilemiz ve güzel keyif, böyle özümüzge güzel keyfini vermek de biz için en mühimdir ve şu sebepten böyle acayip insanlarını böyle zinatının güzellikini yaratkan insanlarını biz özümüzün stüdyamızga davet etmeye tırışamız. Sabahdan siz özünüzge kelekli böyle tavsiyelerini alınız. Çünkü sabahını yaxşı keyifle başlasanız böyle gününüzü de geçirebilirsiniz. Doğru mu Dilara? Doğru Gülcan. Maşallah yaxşı aytın. Ve elbette dostlar, endi güzelliknin ikinci kısmı hakkında da laf etmeye biz hazırmız. Çünkü bizim stüdyamızda güzel bir insan buluna, meraklı bir musafir bizge keldi. Karşılanız dostlar, bizim stüdyamızda bir işinin uğraşan Emine Belalova buluna. Hoş geldiniz Emine Hanım. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Keyfiniz nasıl? Pek yaxşı. Sabahınız böyle, ben bilesem güzellikini yaratkan insanın sabahı nasıl başlana ve sizin böyle fikirleriniz belki vardır bizim vatandaşlarımızga nasıl etip sabahını böyle meraklı başlamak ve güzellik muhitinde nasıl başlamağa mümkün? Benim sabahım başlay, herkesin sabahı başlagan gibi. Birinci bu bir filcan kahveden. İkincisi men yavaş başlayım jeyinma işke. Benim pek sevimli işime. Ну, я даже на русском. Ну и, конечно же, все начинается с хорошего настроения, прежде всего. Иначе, если не будет хорошего настроения, которое должна буду и обязана подарить клиенту, ничего не получится. Мне, Ханум, как создать себе хорошее настроение? Вы просыпаетесь, я думаю, что рано, да, утром. То есть у вас есть какие-то домашние дела, не хочется идти, возможно, на работу, да, в какой-то степени, хочется поспать подольше. Вот как создать себе это хорошее настроение? Потому что мне никогда не хочется не идти на работу, я всегда хочу идти на свою любимую работу. Вот. Но, конечно же, домашние дела – это мой на первом месте мой драгоценный ребенок. Я мать, у меня дочь 9 лет, София. И, конечно же, все начинается со сборов в школу. Мы расстаемся с ней, то есть у школы, обнимаемся, желаем друг другу удачи, целуемся и, конечно же, провожаем друг друга взглядом. И, естественно, у меня начинается рабочий день с моих драгоценных клиентов. Это люди, которые уже на протяжении многих лет со мной, я им очень благодарна, которые доверяют, которые входят, то есть... которые доверяют моему вкусу, то есть моему выбору, да, полностью со мной согласны. Ну, вот. Bir kunde böyle kaç insanlar sizge müracaat edeler ve keleler. Nasıl böyle sizge kelgeninen böyle onların keyifleri ve sizden ketkeninen nasıl keyiften keteler? Дело в том, что ежедневно, каждый день, а это все случается совершенно по-разному, то есть каждый день бывает разное количество. То есть это может быть 2 человека из самых, допустим, и какие-то бывают различные сложные покраски, либо какие-то прически. Или же наоборот, допустим, от 5 до 7, до 8, то есть это целый день, полный рабочий график. Ama onların keyifleri böyle keleler bir şeyini değiştirmeye ve o şeyini yapıp köngülleri hoş olup ve sizin böyle fikrinizge böyle inanıp onlar o fikirlerini değiştirirler ve kuvvançla keteler. Menimce Gülcan güzellikni yaratkanda bir insan, bir kadın böyle yaxşı, keyifli olacak. Конечно, приходят не только просто, да, подправить, что-то сделать, либо что-то как бы просто посоветоваться, но и, конечно же, бывают кардинальные изменения. Кардинальные изменения – это гораздо интереснее, потому что человек полностью входит в образ, доверяет тебе, входит полностью в это все, и, конечно же, мы пытаемся помочь. Biz endi mana sizin işiniz hakkında aytmağa başladık ama neden hepsi başlanaydı? Башланайды, ну, как и все, наверное, ребята, когда я закончила школу, я мечтала стать юристом, пыталась поступить в университет, но своей профессии я прежде всего благодарна своим родителям, потому что они сумели меня переубедить в том, что это действительно прекрасная профессия, и
Я, конечно же, пошла смело, с закрытыми глазами. У меня стало получаться. Сначала были сложности, конечно, а потом стало получаться. И в итоге, когда в 19, на 20 году, да, в 19 лет меня пригласили в большой салон, такой как «Анастасия», работать. Это было очень страшно, потому что там были ведущие мастера, гораздо старше меня. И я юная леди, да, которую просто пригласили на работу. Было немножко сложновато, но на то время, уже ближе к 23 годам, я стала ведущим мастером. Ведущий мастер – это тогда, когда вот уже полностью, то есть тебе и доверяют, и к тебе может попасть любой клиент, да, то есть любой сложности. И тогда, конечно же, уже вот мы стали потихонечку расти. Яманада балалықта, мектепте оқығанда, сіз насылдыр перчемлерні япқан едіңіз? Өз достарына, более, evде? Нет, в детстве такого ничего не было, но я очень хорошо помню, что я вообще мечтала стать модельером. То есть это что-то касаемо одежды. Демек, буде зенат, насылдыр гүзелікнен более бірлештіреді. Наверное, да. И вот у меня был такой большой альбом с кожаной обложкой. Я рисовала эскизы, свадебные платья, вечерние наряды. Ну, вот почему-то была такая склонность. А енді более зенация болғаныңыздан соң бойшынен оғырашасыңыз ма? Ёх. Жоқ. Ама арзулар қалды. Ну, что-то внутри, может, и осталось, конечно. Бете айтсаңыз, Эмине ханым, шымды более сачларның түрі ве сачларның деңішмесі насыл біздің более яш жемиетімізде ве насыл более түслерге эмиет берелер біздің қызларымыз шымды? Прежде всего, конечно же, девочки предпочитают, девочки, да, и наш женский пол предпочитает более к естественному образу, то есть яркие тона не то, что не актуальны, актуально все. Я считаю, как и говорят великие мастера, что сейчас и на сегодняшний день модно то, что идет человеку. Никто не гоняется за модой, так как это как бы глупо, да, и если человеку это не идет по образу, то есть по стилю, конечно же, этого не нужно делать. А приближенные тона – это более к натуральным, это то, что сейчас актуально. Мягкие тона постельного тона, то есть в блондах. Мына яз мевсімінде чоқ қызларымыз более актуаль олды. Сачларының более өзінің түсі башында, сон более четлері более бияз түсіні қабыл еттірмек. Ве қышта... Амбре деген техника. Амбре, балаяж. Ну да, колористику я очень люблю, и вот, кстати, это да, конечно, немножко в ходу. То есть девочки это очень сильно любят. Опять же, это образ более естественному, к натуральному образу. А қыш мевсімінде актуалю? Еще раз. Қыш мевсімінде более суық аваларда, ама күнешлі күнлерде более... Я всегда советую клиенту, то есть если это зимний период, да, в холода, лучше, конечно же, придерживаться спокойных тонов. То есть, допустим, более в шоколадах каких-то, да, в темненьких или так, и так далее. Конечно же, если девочка в блонде, ее не заставишь перекраситься в темные тона. Это глупости такие. Вот. Ну, а, конечно же, блонды у нас остаются в блондах. Ямына Қырым татар қадынлар арасында насыл перчемлер ең популярды? Девочки у меня разные. То, что касается нашей национальности, да, у меня от брюнеток заканчивая, причем гораздо светлых тонов. Это не имеет значения. Опять же, все подбирается по цвету кожи, по стилю, ну, конечно же, по желанию клиента. Ама более перчемлердің сачының более актуалігі кесілмек мақсадында айтсаңыз. Шымдыге қызларымыз ұзын сачларны сечелер ме, яда более қысқартырылған? Дело в том, что я занимаюсь и наращиванием волос, и, конечно же, на данное время и на сегодняшний день актуально лучше, конечно, длинные волосы. Это не говорит о том, что стрижки мы как бы отодвигаем в сторону, да, и это запрет. Нет, конечно же. Стрижки всегда актуальны, это такая тематика, это стиль считается как ретро, то есть оно всегда в моде будет, в любом случае, такие самые ходовые варианты. Ну а волосики длинные, они всегда будут в моде, это всегда будет актуально. Мне ханым, сіз бербер оларақ насыл бір ярышларда іштірак етесіңіз ма? Ярышлар, конкурслар, мастер-класс, мұны бөле тедбірлер. Последняя процедура такая была у меня, наверное, в 2010 году. У меня был шоу-показ, то есть я собирала команду девочек, я выставляла свою коллекцию. Это был подиумный вариант, то есть это был не ходовой вариант, который носится в жизни, да. Это была свадебная тематика, конечно. Ну вот,
Последний раз это было 6 лет тому назад. Я мына башка шәһәрләрдә яда башка мемлекетләрдә кечерелгән мастер-классларны сез зиярат итәсезме? Конечно, я постоянно на протяжении 15 лет обучалась, не переставая. То есть я была также в Академии искусств в Киеве, также в Севастополе и во многих городах здесь, в Симферополе, это такие как Ялта, Алушта и так далее. Бу Кырымда яшаган берберлер бу мастер-классны кечерәләр. Юк, Яда юк. келген. Нет, нет, Более- они приезжали, то есть это Ладно. были разного характера мастера, то есть приезжали, то есть даже такие, которые были и с Италии, из Машалла. Португалии. Колористика, вот ребята были интересные очень, это с Португалии. У меня, конечно же, имеется наличие диплома, все это есть, интересно очень. Вот так вот. Ну а по свадебной тематике и по визажу я училась в Харькове. Это 5 лет тому назад, да, то есть свадебная тематика. Сез визажист де оларак чалышасыз. Я и визажист, и как бы, ну и мастер в одном лице. Я енді мына бу білген янылыкларны сіз Кырымда, бізім Кырым татар хадынлар или оларны кулланасыңыз? Конечно, да, конечно. Машалла, ве более сабадан турган ватандашларымызга беким более тевсиелериңиз яда ярдымыңыз олacak. Более ашыккан инсанларымызга 5 сабадан dakika içinde güzellikni nasıl yaratmak mümkün? Я всегда говорю, что самая красивая прическа – это та, которая натуральная, да, прежде всего. Я всегда советую своим клиентам меньше уделять внимание этому и, конечно же, меньше накладывать препаратов, наверное, да, на волосики. Дело в том, что когда волос не загружен, он чистый, он сверкающий, он гораздо красивее, чем все остальное. Ве мына біз енді конкурслар бөле тедбірлер ақында лaf ерсеттік. Келечекте насыл планларыңыз бар? Мои планы на сегодняшний день – это 8 марта в честь 15-летия, так как моему опыту исполняется 15 лет, я хочу устроить шоу-показ, то есть представить свою коллекцию вечерних причесок. Такая процедурка будет проходить на одной из вечеринок организаторов «Инжир». Вот, ребята дали добро, я им очень благодарна за это, конечно. И вот я набрала девочек, то есть у меня мои девочки, команда моя, мои модельки. Шьются наряды, конечно же, индивидуальные, то есть они будут... Сіздің эскизлеріңіз olacak? Ну, Ya da yok? конечно, это моя задумка, да. Ну и, конечно же, помогают близкие мне люди, друзья, родные, моя сестричка. Вот как-то так. А saçlarga келсек, насыл более услуплернен олардың saçлары Ну, это идейка каждая задуманная, то есть индивидуально, то есть на каждого человечка, да. Вот, допустим, девочка, модель, и, естественно, это ее образ, то есть я уже нарисовала для себя, зафиксировала. Все будет с вложением волос, то есть с удлинением, сгущением, но в объемной форме. Ну и, конечно, это будет подиумный вариант такой вот интересный. Алла берсін, біле тедбірді яқшы кечсін. Ve soracak edim, mına şimdi vakit böyle Kırım Tatar kızlarımızda saçlarının örülmesine pek emniyet veremiz, saçlarımızı öremiz ve nasıl üsluplarla böyle tez böyle müracaat etmek bugün bu üslupke ve nasıl etip saçlarımızı erkin örülgen saçlar yaxşı mı bizim kızlarımız için ve aktual mı? Это очень красиво, плетение на сегодняшний день очень актуально. И, конечно же, это очень удобно в первую очередь. Да, и, ну, не у всех, к сожалению, получается, когда приходят клиенты и постоянно говорят: помоги, подскажи, то есть у меня не получается. Конечно же, если человечка у самой, то есть сложно, я не могу помочь ничем. Но на самом деле на сегодняшний день, да, это красиво, это актуально. Endi 2017 senesi toy mevsimi aktual olup başlandı desek yanlışmamız ve bu yıl böyle perçemlerge müracaat etsek kızlarımız neni isteyip 2017 senesinde Nasıl perçemler en popüler olacak? На сегодняшний день, в 2017 году, так как обещают великие мастера, да, я постоянно прислушиваюсь, присматриваюсь со стороны. Они говорят, что будет, то есть это классика прежде всего. Классика – это такого характера, когда не будут мягкие локоны или что-то, вот какие-то плавные элементы, а будет, конечно же, просто вот какая-то конкретность, четкость. То есть зализанная высокая макушка,
Пучок собранный на шее, то есть на сегодняшний день это так. И почему-то до меня доходят слухи, что даже фата – это такой элемент, который не будет использоваться скоро. Конечно же, для нас это шок, но тем не менее. Ямана более бір суал олacak Эмне ханым. Егер сізде насылдыр байрам олacak, более ақшамлық, сізге перчимні кім япа? Сіз өзіңіз, яда насылдыр более башқа устаға режа етесің? В основном я сам себе мастер, конечно же, но в целом, когда что касается колористики, я обращаюсь и стараюсь обращаться к специалистам. Потому что колористика – это настолько тонкая вещь, что ну, даже если я сам себе мастер, да, это очень опасно. А что касается вечерних причесок, конечно, либо там каких-то укладок мелких, ну, конечно же, сама. Ямана сіздің қызыңыз София, София қызыңыз балалықтан енді бұл ішке насыл о мұнасибетте ола? Корея анасы О да перчимлеріне енді япмаға білі тырыша, севе? Обед, тырыша, ей это все очень нравится. Она у нас девочка такая приближенная к красоте, у нее своя личная косметика, у нее свои расчески, но, конечно же, она у меня немножко приближенная к медицине. Ну вот, как-то так. Буда гузелікнің бір қысмыдыр, егер бөлі косметологияне оғрашса, о да әлбетте гузелікні яратacak. Эмне ханым, енді сонында бөлі нәтижені чықармаға істейміз. Сіздің планларыңыз, мұна біз енді анладық, мартның 8-інде бөлі сіздің показ олacak. Я будет бірден ғайры келечекте насыл планларыңыз? Келечекте қызмет олса, в мои планы, это, конечно, это моя голубая мечта. Я хочу попасть в Москву к великому мастеру на обучение. Это Георгий Кот. Это волшебник, это человек-легенда, который как бы числится в том кругу, что один из сильнейших мастеров, из великих мастеров, конечно же. Дуньяда, Дуньяда. И, конечно, к нему попасть очень сложно, даже записаться на учебу, это хотя бы за 2-3 года вперед. Вот, конечно же, хотим попасть. Демек енді язылмаға керек, ве 2 жылдан соң сіз енді Москва шеріне баражасыз. Машалла, келгеніңіз үшін çok sağ olыңыз. Şu fırsattan faydalanып, bizim teleseyircilerimizge bugün nasıl fikirlerde, nasıl tileklerine böyle müracaat edeceksiniz? Bekim sabalarını böyle hayırlamak maksadında onlarga öz fikirlerinizni bildirseniz. Я, конечно же, всем желаю, это не имеет значения, женщина, либо это мужчина. Я всем желаю, прежде всего, прекрасного настроения. Прекрасное настроение отражается на лице, а лицо – это наше что? Это наше все, да, прежде всего. Çok sağ olunuz. Biz ise saygılı dostlar da bir kere sizge hatırlatamız. Bizim studiyamızda böyle güzelliknen oğraşkan, güzellikni yaratkan bir meraklı insan bulunaydı. Emine Hanım Belalova berber işinen oğraşkan insandır.